Предлагаем посмотреть на различия ИП, ЗАО, ООО и ОАО. Индивидуальный предприниматель, он всегда один. Так бизнес отдается для себя, а не для продаж. ИП может нанять наемных работников, правда, ему придется оформлять им трудовые книжки, так же, как и в любой другой организации. ИП рискует всем своим имуществом, кроме, пожалуй, некоторых случаев, среди которых единственное – жилье. Индивидуальный предприниматель тратит со своих доходов 13%, в то время как организация платит налог на прибыль 24%. Также индивидуальному предпринимателю очень сложно привлечь какие-то инвестиции, даже банковские кредиты. Общество с ограниченной ответственностью. Количество участников может быть от 1 до 50. Какие проблемы могут возникнуть в организации с этой формой? В некоторых случаях требуется принятие единогласного решения всеми участниками. Следовательно, если возникает какой-то конфликт, деятельность организации вообще может парализоваться. Оптимальное количество участников от 1 до 5. К тому же высока роль отношений между участниками. Правда, есть возможность запретить участникам продавать свои доли третьим лицам. Закрытое акционерное общество. Количество участников также не может превышать 50 человек. Учредители пользуются большей свободой, чем в обществе с ограниченной ответственностью. ЗАО – это соединение в первую очередь не лиц, а капиталов, которые выражены в пакетах акций. Следовательно, отношения между участниками уже не играют такое важное значение, как в обществе с ограниченной ответственностью. Это выражается, например, в том, что акционеру нельзя запретить продавать свои акции. Рассмотрим следующий пример. Есть 4 пакета акций А, Б, В и Г. Акционер А хочет выйти из организации. У других акционеров Б, В и Г есть преимущественное право покупки акций акционера А. Акционер А не может продать постороннему человеку свои акции, не предложив перед этим их другим акционерам. Напомним, в закрытом акционерном обществе и обществе с ограниченной ответственностью участник может быть всего один. При этом одновременно он может исполнять и функции генерального директора. Открытое акционерное общество. Количество участников не ограничено. При этом следует учитывать, что когда очень много участников, возможность влиять на принимаемое решение минимальна. Все зависит от размера вашего пакета акций.